Я это не разрабатывала, да, я просто вижу и рассказываю. Что? Так уж сказать, да? Нет, вы рассказываете, это доклад, почитайте, что вы лидер этого проекта. Вот рассказывайте. Да. Значит, звучала проблема, как получить сервисы, соответствующие нормам оказания услуг в медицине. Значит, тут возникла проблема, да? Какая проблема возникла, какое ограничение, значит, для получения таких обращений в медицинские услуги, да, за услугами, значит, у меня что-то болит. У меня болит. Я встать не могу. Мне нужна помощь, да? Значит, я обращаюсь за медицинской услугой, чтобы получить эффект, пользу, чтобы не болело. Да? Должно уже не болеть, чтобы я уже могла встать после этого, могу работать и тем самым улучшить свое благосостояние. И получение услуги должно быть как индикатором этого. Я должна увидеть в своем кошельке средства. Средства они есть, они не убавились. Возможно, лучше будет, если еще прибавились, да? Решение. И как мы это все решаем? Ну, чтобы получить, мы обращаемся и получаем конкретную услугу. Так, конкретную услугу. 3 шага. Первый шаг. Мы должны проинформировать медиков. Да? Заявить о себе, что нам больно. Так, второе. Пройти диагностику. На основании диагностических исследований получить направление. Третье. Получить лечение. И в результате лечения у меня должно не болеть. Так, значит, запрос ресурсов какой? Запрос ресурсов, чтобы получить быстро вот к этим услугам, нужна постоянная устойчивая связь с медиками, с телефонистами и с IT-менеджментом, да? То есть позвонить через колл-центр могу записаться, через госуслуги могу записаться и через личные кабинеты, да? Так, дальше должен быть доступ к специалистам. То есть они должны быть в наличии, специалисты узкой профилизации, допустим, да? Так, должно быть как ресурс современное хорошее оборудование у врачей. Оборудование врачей. И также при приеме и лечении я хочу, чтобы были соблюдены все регламенты приема и вежливое отношение к клиенту. То есть все, что вызывает полное доверие полученным услугам. Так? Так, хорошо. Давайте тогда сначала я уточню, правильно ли я понял, что вы говорите, что вообще-то оказание услуг, соответствующие нормам в медицине, на конкретном пациенте меряется вот через этот индикатор. То есть вы говорите, вот я заболел, я теряю благосостояние, я не трудоспособен. Если в ходе оказания этой самой услуги я пришел к работоспособному состоянию, то у меня кошелек наполняется. И у вас индикатор – это благосостояние человека. И не его состояние, как больной или здоровый, а его благосостояние. Правильно я понимаю, что вы так размышляете? Потому что тогда у вас проблема переходит из формата здравоохранения, она у вас переходит в состояние обеспечения трудоспособности. Да? То есть я не пытаюсь пройтись по всем врачам, потому что мне нечего делать. А я решаю только ту проблему, с которой у меня связана моя нетрудоспособность. Правильно? Вы так правильно? Да, мы так. Почему? Потому что если этого уточнения нет, то кажется, что вы пишете программу здравоохранения Российской Федерации. Все так должно быть. Да? Вот если это уточнение, тогда становится понятно, что у вас вот эта фокусировка проектного решения надо убрать. Теперь, в связи с этим у меня вопрос тогда такой к группе.
Если бы вы взглянули на это направление деятельности, с чего бы вы начали? Вот считаю, что этот лист выдан вам в качестве плана работы. С чего бы вы начали это действие? Ну вот вы говорите, вот тут была сессия какая-то непонятная. Там вот это написали. Дали нам на исполнение. С чего мы начинаем? Глядя вот на это, вот есть решение. У вас решение выглядит вот так. И вот так выглядит ресурсный запрос. С чего вы начинаете работать? С ресурсов, наверное. А? С ресурсов. Ну, вот теперь, а что вам? Ну, смотрите, это же не появится сразу и вот так по движению, да? То есть, даже если вам деньги выделить, знаете, есть проблема такая. Нам кажется, что нам для реализации проекта всегда не хватает денег. Это неправда. Нам очень часто квалификации не хватает. Не в смысле того, что мы глупые, а в смысле мы не можем купить такой уровень квалификации, который прямо здесь сейчас даст нам решение. Поэтому посмотрите, пожалуйста, на это решение, поймите, как вы его сфокусировали, и поймите, с чего бы вы начали. Вот у вас есть проектная группа. Вот мы говорим, все, спасибо, сессия закончилась, завтра с утра дайте, пожалуйста, план первого месяца. Что вы будете делать? Вот с чего бы вы начали группу? Подумайте. Группе ко всей вопрос, чтобы, так сказать, у нас только Пелагея за вас не отдувала, а то она вышла Это с докладывать. ресурсов. Да, и она сейчас на Насчет работе. связи, да? Что Ну, я бы, можно, да? Да. С ресурсов. Я бы пошла, допустим, к врачу, главному врачу, да, и сказала бы, что, оказывается, есть такая проблема, что вы не полностью оказываете помощь заболевшим. Так. Ну вот, да? Да. Да. В чем проблема? Вот они говорят, что у вас нету недостаточно средств на оборудование, ну, Да, как бы, да, да. оборудование, и что не хватает квалифицированных медиков. Правда ли это? То есть я бы сначала хотела бы узнать фактическое состояние дел Точно. на месте. То есть надо начать выяснять, а в каком месте этот индикатор проваливается. Вот этот. В каком месте это медицинское учреждение не в состоянии вернуть человека в строй. Конкретно это медицинское учреждение. Да? Да. То есть я правильно, теперь смотрите, я что думаю, вы говорите, вот мне для того, чтобы все 3 штуки произошли, да, мне нужно, чтобы вот это произошло, правильно? А перед этим вот это произошло. А перед этим вот это. Вы говорите, вы принять данные можете? Можем. Теперь, все ли вы можете продиагностировать? Если вы что-то не можете продиагностировать, тогда вы не беретесь за этот индикатор. Тогда вы говорите, по отношению к этим больницам я всегда являюсь навигатором, перенаправляющим. И не надо пытаться у меня здесь получить такой тип услуги. Потому что я вам его все равно не окажу качественно. И только на 3-м этапе я говорю, а вот это могу аспирин, градусник, перебинтовать, зеленкой помазать. Да? И поэтому все типы болезней, которые так решаются, приходите ко мне. Они говорят, у меня такое есть и дома. Все, значит тогда для вас с вашими порезами, уколами, я тогда для вас являюсь, ненужной структурой. Вы тогда не надо ко мне ходить. А ходите ко мне за диагностикой того, что я могу, и за лечением того, что я могу. А во всех остальных случаях моя задача, как структуры, найти кратчайший путь до обеспечения вашей эффективности. Я не могу сказать, придите через 3 недели, я вам скажу, что делать. Нет. Вы обязаны сказать, куда я должен поехать, пойти и обеспечить мне кратчайшее направление. Тогда часть ресурсов сбрасывается. Так, значит, итак, надо провести ревизию медицинских учреждений на предмет того, что они могут делать, а что они не могут на этих самых 3 слайдах. Еще. Группа. Я так понимаю, это вы в доращивании, да, комментарий? Да? Вы же не в этой группе работаете? Нет. Нет. Ну, хорошо. Это у нас был такой комментарий в доращивании. Так, еще. Какие еще есть соображения? Ну, если у меня был бы доступ, да, ну вот болит, да, у меня, Да. я бы, скорее всего, если вот определенные вот этот, то, что по моей болезни не этот, я бы выбрала бы высококвалифицированного врача по всем болезням. Ну, хирург, то, ну, Да. То есть вы бы выбирали бы квалификацию. По да, своему понятно. заболеванию. по своему заболеванию, вот сейчас же узкое же, вот хирург только
Да. и рыжик, да? Терапевт только это, да? А вы выбрали универсала, который Универсал. все понимает. Все Ну, понимаю. он же стоит очень дорого. Ну, домашний доктор. То есть вы говорите, там другая история может быть. На этих Платные уровнях же услуги. могут быть разные способы обеспечения этой самой услуги. Например, мне нужен свой персональный крутой диагност. Да? И тогда надо качать другой тип квалификации. Иногда нужно, чтобы этот врач знал лично меня. Это как персональные доктора в прошлом. Он не всех обслуживает. У него есть, так, как знаете, эти Да. участковые были. Тогда Он бы- знает, что там находится. Тогда бы у меня не Семейные болел. врачи, да. Он бы и проводил профилактические работы, чтобы у меня не болело. Профилактический работа. Значит, сдвиг Да. в профилактику. Мгм. Так, второй комментарий. Это история про то, что можно попробовать в профилактику уйти. Вместо того, чтобы запускать болезнь. Но тогда вы говорите следующее. Вы тогда говорите, сейчас у нас медицина по большей части работает вот здесь. Правильно? Что просто не лечит. Да, вот здесь. А вы говорите, но если сдвинуть это вот в эту сторону, в сторону информирования медика, то тогда получится, что часть болезней будет купироваться до того, как им нужны тяжелые манипуляции. Тяжелая, трудная, дорогая терапия. Ну, тогда надо в другом... Понимаете, да, кто там противник будет этого всего? Кто противник будет? Лечащие, Другие врачи. Производители сложного оборудования, да. разработчики сложных лекарств, те, у кого индикаторами является лечение сложных болезней. Ну, понятно, да, если человек не болеет. Вы же знаете, да, эту китайскую историю про китайских врачей китайского императора? Что им платили, пока император был здоров. Император здоров, врач получает деньги. Император заболел, врач перестает получать деньги, потому что он не работает по своей специальности. Допустил болезнь. Но он допустил, вот, понимаете, не вылечил, а он допустил болезнь. Да. Но это такой, как бы, это программный ход у вас. То есть у вас не проектный ход. Тут разные мелкие штуки могут быть. Ну как мелкие? Вот, например, взять и продиагностировать ваше лечебное учреждение на предмет того, что они могут лечить, а что нет. Это не мелкое действие. Но оно короткое по отношению к этому большому проекту. Так, какие еще комментарии будут? От себя могу сказать, что комментарий про управление через благосостояние очень крутой. То есть это вот почти как с императором. Пока здоров, врач получает деньги. У вас же наоборот. Конечно. Сколько, У вас сколько обращений пациентов Кон- больных. обращение. Сколько Это в любую сторону можно Да. отрезать от императора. Да? Да. Ну, тут Не, еще если он император умирал, врача убивали, вы знаете, да, его в хранили. ресурсах еще, ну, добавлю, да, можно добавлю, что ну, в первую очередь нас стояло то, что у нас нужна новая поликлиника строительства, да? Запрос так прозвучал, Надо написать. начало уже с того, что у нас несоответствующее здание, что там, ну, вот норматив не соответствующий, человек пришел и заразился, да? Да. То есть, ну, он вот, допустим, по телефону записался, и чтобы вообще этого не произошло, чтобы он не пришел в вот этот вот несоответствующую поликлинику, не заразился там другим видом заболевания, тут необходимо вот опять-таки усилить вот эту вот работу, да, и установление или, ну, как-то телемедицины. Сейчас есть же много Все телемедицины. это мощное Да. утверждение, что чем меньше контакта пациента с лечебными системами, тем с меньшей вероятностью он И заболеет тогда- всем остальным. Ага. Тогда и отпадает, можно сказать, наличие специалистов узкой профилизации на местах. Допустим, один хороший хирург на регион, ну хотя бы на наш район один хороший хирург мог бы обслуживать, ну сейчас, и даже один хирург можно на 3 района, допустим, да, очень-очень крутой хирург мог бы Потому что у провести него какую-то- работы тогда меньше. В этом Диагностировал, случае у него работы ага. меньше. Потому что так эти высокие, глубокие специалисты, они чистят Авгиевы конюшни. Они зеленкой мажут. А время приема точно такое. провести консультирование через телемедицину, да? Также возможно к диагностическим оборудованиям прибавить такие виды гаджетов, допустим, ну вот какие-то браслеты, которые у тебя постоянно следят за твоим состоянием здоровья, состоянием давления, сахара, холестерина, да? Ну, допустим, сейчас уже в Японии знаем прекрасно уже давно, что у них есть установлены такие умные унитазы, да, которые делают каждое утро диагноз. Да? Мочи. Например, да, они Да. по диагнозу мочи, например, определяют твое состояние.
Вот, то есть развитие именно информационных технологий в сфере здравоохранения может решить очень много Многие проблем. Да. Слушайте, мне кажется, что народ, который придумал индрайвер в такси, мне кажется, вы сейчас второй индрайвер здравоохранения. Ну, типа, я вылечу эту болезнь за 150 рублей за 20 минут. Ну, там же обратную связь можно дать? Не вылечил. Бац, рейтинг упал. Ну, не, ну как бы, шутка шуткой, понимаете? Да. Но по факту у вас индикатор Клиенты такой. пишут отзывы. Понимаете? Да, У у вас меня не такой болит. индикатор. У меня не болит, я ставлю 5 баллов, и все побежали к этому врачу, допустим, да? Или же такие исследования, аппараты какие-то, да? Ну, вот, Ну да. как портативные аппараты, которые сразу же напрямую дают данные врачу, он смотрит, следит за этим, и уже для тебя сам отправляет Но, какие-то смотрите. назначения, какие-то витаминчики пропить. Это есть уже профилактических мер. Но ведь смотрите, программа телемедицинская, она по идее для вас вообще критична. Почему? Потому что у вас же северный район. То есть в этом смысле вам телемедицина нужна вообще как хлеб. Ну, я и Даже сказала, не что наездишься должно быть же. очень хорошее развитие в IT-сфере. Вот этой части. Я это отметила сразу же. То есть у вас, Ну, у телемедицину вас, сейчас ввели же. У вас вот это поле, у вас поле информирования и поле диагностики становятся полями, экономящими деньги внутри системы здравоохранения, чтобы денег хватало на сложные операции. Ну, в смысле, все. Ну, то, что добавили, да, профилактику, это здорово. Конечно, тогда и транспортировку вот этих вот сложных больных, экстренных лечений на операцию уже. Мне кажется, отпало. надо делать, чтобы не болело. Надо усилить профилактическую работу. У вас вот так у вас Да. получается. У вас вот так получается. Потому что Минус 1 и 0 у вас получается. Потому что через 15 лет, вот сейчас в связи с пандемией, да, ну где-то 35-40% детей страдают зрением. Это будет еще больше. Уже дети с малых лет носят очки. Это же ужас, кошмар. А человек зависит от знаете, зрения да, как своего. связанность в этом месте, как определяют связанность вот этого выражения зрительного с чем? Знаете, чем? Сахар. Потребление сахара. Не соли? А? Во Не всех соли? продуктах. Нет. Сахар убивает микрокапилляры. То есть раньше заболеваний глаза таких массовых не было. Были тяжелые, ну, катаракты и прочее. Но это были старческие заболевания совсем. Да. А вообще-то заболеваний всей этой самой нашей микрокровеносной системы не было. Почки так не болели, ноги так не болели, половая система так не болела, слух не болел, инсульты, инфаркты было, но они были, ну как бы там, Ну, мало. да, в возрасте. Молодые не болели этими болезнями. Сейчас болеют, потому что они очень много потребляют сахар, сахар просто встает колом в микрокапилляре. У тебя лопается микрокапилляр, глаз сужается, бьется, микротравмы и прочее, и прочее. Поэтому, Инсульт помолодел. да, поэтому когда вы говорите про предотвращение болезней, Да. вот здесь, это даже не про врачей текущих, это про профилактику. Да, правильное Определенного питание. типа, да. Но это интересно, потому что, видите, вы говорите, но информирование никуда не девается. Если вдруг человек чувствует, что с ним что-то, он же может чувствовать не болезнь, он может чувствовать какие-то показатели. Допустим, вот на часах стоит, например, какой-нибудь замер сердцебиения. И вдруг внезапно было там 60, 67, 77, потом раз 110. Ты говоришь, я не знаю, что это такое. Дай позвоню, на всякий случай. Вот эта история про преддиагностику, про превенцию. Или круто, болезни. сразу идет сигнал врачу, что у тебя там что-то. И И он сам тебя отправляет что-то. Ну, такое, такое есть. Меню составляет. Нет, такое Сократить есть. уровень сахара. Есть, Стать например, кушать. да, сейчас есть сервисы Лепейку. общемировые, да, которые дают обратную связь, допустим, сажают на монитор, допустим, дети сажают на монитор своих родителей, вот на такой портативный, чтобы, не дай бог, что-нибудь, если случится, чтобы сигнал сразу уходил. Есть такие предложения, но они не массовые, потому что это дорого, потому что у вас тогда покрытие должно быть. Он спустился, как это вы говорили, какой там адрес, дом 32? 32 может. Ну вот, спустились на 32-му дому, раз, покрытия нет, у вас что-то на часах, не дай бог, случилось, а сигнал не ушел, Не ушел. потому что доступа У нет. нас точка и определенная. Вот. Могу показать. Ну вот поэтому да. Упала, Нет, и нет, всё. если я ем сахар только в низинке, тогда, конечно, да. А вот про эту самую диагностику, ну,
Мне кажется, это, ну, с точки зрения описания проблемности программы, как важный блок, который точно надо вставить, мне кажется, это здорово. Есть ли какие-то дополнительные комментарии в развитии того, что мы здесь с вами обсуждаем? Спасибо вам большое. И группе спасибо большое тоже. Попытались подумать, как нам изменить подход в медицине. Подход. Так, следующая группа. Это ваша, да? Да. Судя по тому, что вы здесь написали, у вас тоже программный код. Вы не мелочитесь, я понял. Вы берете и прям сразу закрываете, как это? Да, у нас тема создания условий для привлечения молодых специалистов. Команда наша, это 88-я, да? Яковлев Юрий, Макарова Надежда, Барамыкин Николай, Улыбкина, Быганова Вероника и Матвеев Михаил, да? Ну, у нас проблема, да, молодые специалисты, да, в нашем районе не закрепляются, да, утечка, приезжают, но каждый год немножко работают и уезжают. Ну, соответственно, так же, как по всей республике, у нас проблема же, да, вот, деревни, потихоньку население уменьшается в наших деревнях, на слегах, а потом города идут. Ну, это всегда было так у нас в районе. И вот эту проблему как-нибудь решить, да. Ну, от решения этой проблемы что у нас? Ну, самое главное же у нас население же, да, ну, количество населения. Если бы, например, наш ВУЗ, например, 2016 года по данным на данный момент с 2016 года плюс 800 человек населения. Да. Если приток населения есть, то это же хорошо на любой территории, если население приезжает, это же хорошо. Да. То есть демографическая политика. Вот эти молодые специалисты, если бы они закреплялись, как раз решали бы вот эту проблему демографическую. Ждают. Молодые специалисты приезжают, женятся, выходят замуж, создают семьи, остаются в Улусе. Ну, то есть уже хорошо. Ну, это в итоге получилось бы, ну, из всех этих действий у нас социально-экономическое развитие нашей территории, да, всякие проблемы отпадали бы, народу много становилось бы и, соответственно, бизнес развивался бы. Ну, показатели какие? Ну, тут у нас, да, вот я вот сказал количество населения, уровень безработицы это особенный. Вот у нас, например, даже если у 2016 года плюс 800 населения, одновременно за этот же период почти минус 800 человек, минус 800 рабочих, точнее, неправильно я сказал, там, короче, уменьшилось количество занятых на 800 почти, то есть почти на 1000 идет. Это за прошлый год, да? Нет, это с 2016 года, да, за 5 лет, можно сказать, да. Ну, показатели это валовый наш продукт, да, вот это все-таки экономика, это же самое важное у нас, если работа будет, экономика будет на селе, соответственно, вот эти молодые специалисты все будут оставаться в городе. Средний возраст улучшится, ну, это тут мы написали средний возраст, потому что, ну, идет, как сказать, количество у нас в деревнях, особенно на селегах, количество пожилых очень большой процент становится, да, молодежь уезжает, да. Так, ну, количество новых рабочих мест созданных, это тоже очень важно. И именно вот количество новых рабочих мест не в бюджете, ну, вот это мы имеем в виду, да, надо, чтобы бизнес создавал рабочие места. Бюджет это хорошо, конечно, но постоянно вот увеличивать бюджетное, ну, количество занятости только по бюджету, это же неправильное решение. Да. Регион тогда, местность наша не будет развиваться тогда, если этим бюджет. Ну, решение мы тут, да, сразу, ну, как любую проблему надо решать в краткосрочной перспективе и долгосрочной. Да. Мы тут наши долгосрочные перспективы сразу вот написали, государство должно отойти в сторону. Как это расшифровать? Ну, у нас, ну, лично в итоге нашей, можно сказать, как сказать, дискуссии родилось, можно сказать, и все поддержали, можно сказать, это, что наше государство должно немножко отойти в сторону. Чем меньше, у нас же вот по Конституции демократическое государство с рыночной экономикой, то есть государство должно минимальное оказывать влияние. Государство должно просто придумывать условия и законы, да, и контролировать их исполнение. И никакого другого вмешательства ни в одну сферу. И чем меньше вмешательства будет, тем лучше. То есть мы все сами сделаем, особенно бизнес. Ну, я как бизнесмен со стороны бизнеса смотрю, да. И вот в этом
плане у нас бы вот сейчас же вот даже вот сегодня прозвучала фраза, что вот ресурсы есть, а ответной реакции нету, да? Да, вот ресурсы есть, бюджеты. Кстати, да, у нас вот в УЛУСе бюджет 2020 года уже с 2014 года первый раз профицитный, плюс 15 миллионов. То есть у нас тоже ресурсы вроде есть, остаются даже 15. То есть мы заработали, ну не заработали, это у нас в основном субвенция, то есть с других уровней бюджета приходит. Но получается вот ресурсы, ну, вот надо нам стремиться, вот мы же все время требуем же, да, создания вот новых рабочих мест, да, и так далее. Это и самое главное, мне кажется, тут вот ставка рефинансирования должна быть. То есть мы должны, это что обозначает? Это мы должны работать на равных условиях со всем миром. В данный момент же наша вот ставка рефинансирования, ну, туда-сюда плавает, но немножко поднимается, повышается, но в итоге мы все равно не конкурентоспособны, потому что наши банки выдают кредиты в разы больше, чем там в других странах. То есть наш предприниматель, который здесь захочет, тот же молодой человек, который приедет в деревню, что-нибудь захочет сделать, он получит кредит гораздо дороже, чем где-то в другой местности. Конечно, он в другом государстве и так далее. Так какое развитие может быть? Никакого там. Это получается у нас, мы просто протрачиваем все свои ресурсы, вот молодые и так далее. И самое главное, время теряем. Поэтому вот государство, мне кажется, должно в первую очередь, ну мы же в данный момент рассматриваем наше региональное правительство, же так, да, Ильдархан и наше правительство должно, республиканское, должно в первую очередь оказывать, ну как сказать, поддерживать политику снижения вот ставки, то есть требовать, да, что-то, ну это, наверное, это же комплексная мера, да, все, если мы будем это как-то делать, то мы в итоге и улучшим эти, наверное, условия. И если вот эти ставки рефинансирования у нас будут хотя бы ближе к мировым, там, то, соответственно, ничего не надо будет, никаких искусственно придумывать мер, каких-то программ и так далее, субсидий, которые задерживают там людей. Там. Сейчас же вот, например, у нас врачи же, программа же там есть, да, там куда-то едешь, там тебе миллионы там дают. Это же искусственная мера, вот так и должно быть. Это, во-первых, ну, когда выборочно кому-то дают, а кому-то не дают, это же несправедливо. Да, а все должно быть в рамках конкуренции. И вот поэтому вот мы вот тут написали у нас уже в краткосрочной, например, вот интересные задачи. То есть мы вот, например, краткосрочно, вот, например, даже вот наша администрация улусная должна ставить какие-то, ну, задачи конкретные. Вот, например, работа с молодыми теми же специалистами. Например, вызовы им надо. Вот какую-то там задачу им поставить, попытаться, чтобы он попытался, этот молодой человек, находясь уже здесь, вот какой-то в нашем наследии, какую-то ему задачу, полученную там от нашего главы, можно сказать, ну там уполномоченного какого-то, чтобы он попытался это решить, это же заинтересует его, да, и даст возможность ему, возможно, задержаться чуть дольше у нас в наследии там самом и остаться в итоге, да. Ну это, думаю, помогло будет. Ну, запрос ресурсов, тут мы вот написали субсидии, ну, крест поставили, это субсидии, это вот, ну, с одной стороны, все просят эти субсидии, да, это мы создали такую, ну, это, как сказать, это никто не виноват был, это так получилось, что вот со времен СССР, наверное, вот эти субсидии, все люди привыкли к ним, и сейчас мы должны от них отходить, никаких субсидий не должно быть, думаю, это по нашему ресурсу. По нашему мнению, субсидии это достается только ограниченному количеству людей было. Да? И то есть оно создает вот как раз ту рыночную среду, которая есть, и которая должна правильно развиваться. Будет. Если, например, вот в каком-то наследии вот эти молодые специалисты приезжают, ну, я не имею в виду там бюджет, а, например, есть молодые специалисты в бизнесе, которые да, приехали, хотят там что-то работать. И он, например, молодой человек приехал, там закончил, вуз закончил какой-нибудь, приехал, хочет у себя в наследии что-то открыть. И тут он начинает работать, там какое-то хозяйство завел, и параллельно с ним работает кто-то другой. И один из них получает субсидию эту государственную, да, и в итоге за счет того, что он получил ресурс, он выигрывает конкуренцию, и тот молодой человек, который там пришел, хотел что-то работать, он понимает, что он не сможет тут работать, и в итоге он с этой территории уезжает. Ну, как бы создаем монополии, вот создают монополию мы написали. То есть монополия это всегда плохо, это я всегда твержу. Ага. Нигде монополии не должно быть. Вот
Поэтому запрос по ресурсам такой. Единственное, да, мы все должны вести политику, наше государство должно вести политику, чтобы создать вот реальную конкурентную среду. Тогда вот эти самые вот проблемы, которые мы создаем, ну и все, не только эти будут, любые проблемы будут решаться, и все будет на память. Спасибо. Спасибо. Так, вы только не уходите пока. Да, давайте поблагодарим сначала. Теперь давайте сначала группу спросим. Группа, скажите, пожалуйста. Все, что вы обсуждали, в общем, ну, понятно, не до частности, в целом все было сказано, правильно? Ну, Или есть что-то, что с вашей точки зрения... Ну, Николай, добавь. не, вот, ага. Там в решениях у нас еще указан интернет. Да. Да, и потому что интернет позволяет удаленно работать. удаленную работу. Да, и даже у нас в Улусе есть примеры, например, семья Соловьевых, есть титры, которые вот удаленно через интернет продают свою продукцию. То есть сами живут в деревне. Не, вообще нет, в чем проблема. какой-то Это просто части- дополнительный канал продажи. Понятно? Да. Ясно. Хорошо. Так, еще. Есть ли какие-то дополнительные комментарии? Можно тогда я вас попрошу? Конечно. На уточнение. Правильно ли я понимаю, что вы говорите, что на текущий момент вот это самое неравенство в условиях реализации, оно тормозит развитие качества, ну в этом месте, качества услуг, а значит тормозит разгон региональной экономики. Да. Это Хорошо. Это теперь. Соображение можно? Не контрсоображение. А я думаю, что вот если на это смотреть как на программу и делить молодых спецов и немолодых спецов, ну вот чем они отличаются? Вот смотрите, у молодого спеца шанс открыть конкурентное предприятие не очень большой, потому что у него нет опыта. Правильно? Да, в какой-то мере. Теперь смотрите, а дальше что происходит, если мы говорим про субсидии? Молодой спец, у которого опыта еще немного, он получает конкурентное преимущество перед тем спецом, у которого практика, за счет субсидий. И получается, что у вас качество за счет субсидий оказываемых услуг падает. Ну, удельно падает. То есть молодому спецу, который еще не набрал опыта, приходит больше денег, чем старому, или еще хуже, хозяину бизнеса. А на хозяине бизнеса куча всяких разных нагрузок. Вот это соображение, которое мне пришло, когда я вас слушал. Теперь, а еще одно соображение выглядит следующее. Правильно я понимаю, что когда вы говорите ставки рефинансирования на мировом уровне, вы имеете в виду, что у тех, кто собирается заниматься делом, должен быть доступ к деньгам. Да. Ну, в смысле, надо просто иметь возможность взять деньги. Да. Молодой человек, он откуда, ну вот, например, пришел, хочет что-то делать. То есть доступные ресурсы должны быть. Но эти доступные ресурсы должны быть не в виде какой-то... Субсидий. Да, ну, не только субсидий, а не в виде такого, а общедоступный. Ну, то есть это должен быть не Любой человек может получить, Да. да, а не один. И этот доступный ресурс должен быть именно доступным, а не кабальным, который... Ограничения. Да, итоге, понятно, да. понятно, понятно. Вот так. Так, какие еще есть соображения у окружающих? Коллеги, пожалуйста, я хотите ли что-то добавить? Мне вот интересно, знаете, что у вас здесь написано? Кто вам задачу на вашу школу ставил 40 лет назад? Сам, наверное. Значит, это интересные проблемы или интересные цели? Потому что если человек не сам, ну вот мы что здесь с вами делаем? Мы сейчас не задачи раздавали, правда? Да. Мы сейчас с вами через проблемы и через цели определяем. Если у человека собственной цели нет, и ему выдают задачу, то, скорее всего, ничего сильно интересного не получится. Потому что интересное в замысле у того, кто цель ставит. А мы просто, наверное, тут неправильно написали. Я? Не задачи, наверное. Интересные проблемы. Когда вы говорите... вот Задачу мы муниципалитет- имеем в виду вот как математическая задача. Да, понятно. Я понял. Но вот мне кажется, что вот это важно. Потому Это, что конечно. ничего мощного из розданной задачи не получается. Чем свое, которое... Чем свое, в которое ты хочешь идти. Согласен. А вот то, что на территории Улуса или Наслега точно есть люди, которые понимают, как выглядит проблемная зона, потому что у них нет на нее ресурсов, квалификации, они вполне себе могут эти самые проблемы. Но у вас просто вот этот пункт в короткую, вот если в короткую, да, он у вас похож на
этот самый, на способ выгружать задачу в публичное пространство, кто возьмет. Ну вот глава говорит, слушайте, у нас вот такая задача, вот есть такая проблема. Ну, это, Есть кто возьмет? да, это, мне кажется, вот именно у нас, в нашей национальной республике и по нашему менталитету, это вот как раз Это нормально, что задача ставить. Потому что ты взялся за такую проблему, если ты ее решил, все знают, что это сделал ты, и ты получаешь репутацию. Но никто не будет говорить, ну и сделал, ладно. Нет, у вас вот эта история про чествование победителя и про уважение к труду, ну у вас есть. Есть. Поэтому у вас вполне себе эта штука может пройти. Может. Вот это очень сложная вещь. Вот это. Вы же понимаете, что против этой штуки будут, Да. возмущаться все те, кто сейчас получает эти субсидии. Ну, да, конечно, это... Но это не сразу. Это, конечно, это процесс не сразу же Вот, происходит. смотрите, и Да. у меня- Вот, например, у нас на районном уровне Да. мы внесли предложение, чтобы субсидии у нас стали... У нас тоже, ну, Вы субсидии бывают... знаете, Субсидии бывают и районные, и республиканские, и федеральные, да? Да. Кто куда попадет, по каким. Мы внесли предложение, чтобы субсидии наши стали не субсидиями, а возвратными беспроцентными кредитами. По крайней мере, мы главе такое предложение внесли, потому что вот человек, например, хочет что-то делать, да, надо ему помочь. это вот тот самый некабальный, те самые некабальные деньги, о которых Да, вы просто говорите. деньги ему удается на какой-нибудь там достаточно большой срок, хотя бы там 7-10 лет, ну там это как Да, решим было, да, как наши Особенно финансы если учесть, что у вас позволят. профицитный бюджет, Да, вы можете оттуда... и например, да, он, например, получил помощь, и потом он, сейчас создан фонд района, ну, эти фонды постоянно создают, но сейчас наконец-то создан фонд района, который подотчетен депутатскому составу. Ну, то есть уже, можно сказать, реально районный фонд. Не учредители, не физические лица, как раньше было и так далее, да, которые потом не отчитываются. А сейчас конкретно районный фонд, который подчиняется, ну, не подчиняется, отчитывается, подотчетен нашему райсовету, то есть он открытый будет. Да? Ну, надеемся, что он открытый будет. И вот если бы, например, мы, это же, ну, Но это мощная если штука. правильно использовать эти фонды, это же хорошо. Скажите, вот так же как а раз. опыт, вот это же форма организации, вы ее придумали у себя. Скажите, а вы эту форму на какой-нибудь другой район транслировали, вы про нее рассказывали? Нет, пока. Ну, мы пока вот у себя только сделали. А Это сколько времени? у вас есть? Этот фонд, ну, где-то 2 месяца или 3 А, ну то есть вы Да, практически только он- только в этот формат. Да, он только начинает действовать. И, например, если мы дальше транслируем и, вот, например, республиканские, например, субсидии, вот, ну, провести по всем районам такую хорошую работу тоже, чтобы все поддержали, и наши, и Тюмень, если поддержат, и вдруг наши, и решим, что субсидии эти, которые республиканские сейчас, да, это не сразу, понятно. да, и в течение какого-то времени тоже возвратные будут, это же вот как раз во всех же странах когда хорошо, что есть же фонды, которые национальные, там, вот Да. почему нам свой не создать, да, и этот фонд бы, например, вот все люди, которые субсидии на территории республики, там уже сотнями миллионов, у нас миллионами, а на масштабе республики сотнями миллионов каждый год. И вот если, например, предприниматель или там, ну, бизнес получает там эти субсидии, вот, без разницы, там кто докажет, там также всю систему сохранить, ну, серьезно, чтобы там все отборы происходили, пусть все работает, но эти бы деньги там получали бы просто люди, ну, на какой-то срок. Не без возврата, а с возвратом. Возврат, обязательно с возвратом. Без возврата это получается просто создание неравных. Потому что эти уничтожение деньги, это значит, что кто рыночных- эти деньги забирает под какие-то другие обязательства. И в том числе и коррупции. Все примеры знаем, да. Это, Ну, ну, это как, как вот сейчас молодым семьям выделяют кредиты под маленькие проценты, и это привлекло молодых Море переехать, денег, да, переехать все. Вот эти Сейчас дальневосточные возможность кредиты и дали. прочее, они же Именно очень вот здорово это отрабатывают. тоже одно из этих А? даже факторов. Увеличилась цена имущества. Это да. Но смотри, ну, потому что туда деньги пошли. Понимаете, тут важно то, что. Да, конечно, есть А с качение. бизнесом такой проблемы не будет? нет. Вот это Бартатохула. Временно может все скакнуть. Но я думаю, откат все равно Там произойдет. всегда, вот Ага. этот самый, там всегда вот эта история Да-да. провала, она всегда. Шкала есть. всегда Да, бывает. да, а потом поднимается. Это туда. вопрос, когда... Просто останутся только те, кто будет способен оптимизировать свое предложение под выделяемые ресурсы. А зачем? Тут, И это же в общем развитие бизнеса. да? Ага. Ну, Сейчас, рынка, например, как да, минимум. да, уже какой-то конкретный сектор, особенно сейчас в связи с дальневосточной ипотекой, строительство-то, наверное, получило же хороший Очень рывок. мощный, очень Да, мощный. и это же один из локомотивов,
И которая потом, смотрите, это сейчас выросло. эта использовать цена. просто надо. А на следующем шаге, когда вдруг внезапно рынок насытится, Да, он снизится. ну, потихонечку. Это закон же. Ну, в Всё смысле, равно так обратно. есть. Сколько примерно? Я думаю, что... Вот оно, как но, бы, смотрите, нет, подождите, рынки ипотечные на самом деле качаются не так сильно, как Да, вы, не так долго, как вы можете себе представить. Ипотечный рынок может взлетать и падать в течение 5 лет. Взлетать и падать до x2, а потом обратно. Ну, это возможно. Просто деньги-то длинные, ну, в строительстве. Не всегда вроде как длинные. А на самом деле они размениваются очень быстро. Сколько? Годовой там цикл, да? Строительство. По идее, 2 года было. Ну, возвратные циклы там же очень такие. И как только вдруг внезапно кто-то построил, но не смог продать, он уходит с рынка. Да. Все. Сейчас, конечно, ситуация изменилась, потому что новые правила, вот это не нулевое, когда Да. собрали, и на них еще следующий. То сейчас еще удлинилось, но качель останется, потому что сейчас уже, ну, у вас, наверное, не так, но в центре России У нас тоже так же. нет, пустого жилья больше, чем людей. А тут, ну это же хорошо. Ничего хорошего нет. Нет, Почему? это Потому в что перспективе это если никто не продал, нет. Да. Там Ну, амортизация же никуда не девается. Строитель пустую коробку кушать не будет. Нет, ну это, нет, я имею в виду, это конкретному строителю это плохо, конечно, он то, что не А рассчитал. цены Но, падают. в общем-то, это для рынка-то всего хорошо, когда избыток есть. А там другая история. Смотрите. Эта же штука находится в кредите. Строитель тоже взял кредит у банка. Да. Он построил, он не продал, деньги в банк не вернулись. Да. Это в залоге у банка. Банк для того, чтобы компенсировать свои потери, поднимает ставки Да. под кредиты. Да. И уменьшает ставки на депозиты. Оборачиваем. И в результате, как сказать, с одной стороны, вроде бы, смотрите, нафига квартир, но шарбануло по всем. то, что Ну, называется. по крайней мере, это уже мошенничество меньше станет. А с этой стороны, да. Но это же, эта часть это, доверия. да, это в итоге к оздоровлению приведет. Но знаете, вот смотрите, вот это даже этот короткий разговор, мне кажется, надо еще вот про что подумать здесь. Когда вы будете про свой фонд вот этой настройки делать, вы подумайте, в каких секторах экономики подобный способ деятельности будет более эффективным. Потому что, например, видимо, в строительстве он, видимо, там не очень эффективен. А вот, например, в ТНП, ну, в товарах народного потребления, да, видимо, в каком-то малом локальном производстве, где-то эта точно штука, она сработает. Вот есть подозрение, что там еще нужно думать про сектор. Есть ли что-то, что нужно добавить по отношению к этому? Следующая у нас программа родилась. Там у нас программа здравоохранения, а здесь у нас программа, так сказать, развития малого бизнеса в логике работы с молодым специалистом. Спасибо большое. Спасибо за доклад. Мне кажется, мы всякие разные темы, ну, хорошо они здесь прошли, несмотря на то, что у нас тема вроде была узкая, мы, так сказать, зацепились за тему. Так, ну что, следующий. Придумали название? Ликвидация безработицы. Ликвидация, почти как ликвидация безграмотности. Снижение. Тоже наверное, ликбез, уровня да, но у вас ликбеза. другой ликбез. А это Лена у нас ставит конкретно ликвидация, а так это ее личная цель. Ликвидация безработицы. Нам очень сильно помогали именно в построении нашей проблемы, чтобы ее озвучить. И все-таки мы пришли к выводу, что наша проблема звучит следующим образом. Невозможность трудоустроить безработных граждан, или можно сказать граждан, которые в настоящий момент состоят на учете, да, в сельской местности. И эффект по решению данной проблемы будет оказаться для нас неожиданным. Оказывается, если мы решим вот эту проблему, у нас в общем социально-экономическое развитие села начнет развиваться и улучшаться. Итак, какие же у нас именно показатели, как мы смотрим, да, или там, определяем данный эффект? В первую очередь, у нас за счет того, что будут трудоустроены люди, повысятся налоги и в местном бюджете, и иных этих отраслях, да, будет у нас поступление налогов. Следующее, новые рабочие места. Это говорит в смысле того, что вот эти наши безработные граждане откроют свои, станут самозанятыми, либо предпринимателями. У вас связанность тогда получается вот с соседней частью. Связано, да, как-то мы подходим к единому. Следующий наш показатель – это снижение статистических данных бедности. Каждая администрация сдает отчет Министерству труда, сколько бедного населения ниже прожиточного у нас проживает в селе. И вот
его снижение, снижение криминологических факторов, которые выходят из-за того, что людям нечего делать, и улучшится здоровье. Будет возможность финансовая, время, чтобы, как говорится, получить качественную еду, медицину и тому подобное. Следующее. Мы переходим к путям решения. Как нам решить данную проблему? Первое – это индивидуальная работа. Все равно на местах необходимо работать с людьми индивидуально. А здесь мы взяли как пример наставничество. Есть такая программа, когда более успешные люди на своем примере помогают лично каждому человеку преодолевать какие-то свои жизненные трудности. И кроме этого, мы здесь в этой индивидуальной работе еще разделили по типам людей, да, у нас есть люди, оказалось, есть уже установленные типы людей, которые у нас встают на учете, и какая именно им индивидуальная работа, но она все-таки необходима и она нужна. Следующее – это психологическое. Вот некоторым типам необходимо именно помочь профессионалу, такому как психолог, как достигать своих целей, как мотивация, ценности, да, и повысить свою самооценку, чтобы достичь чего-то в этой жизни и пойти работать. Следующее – это повышение статуса трудящихся. В советское время было даже уголовным наказанием, да, то, что тунеядство, у нас была такая статья или административная ответственность за нее. В общем, быть тунеядцем было стыдно, а в настоящий момент такого понимания нету. Можно сидеть, плевать в потолок, и за это тебе никто не... О, какой молодец! Хорошо все побегал, субсидии нашел, сидишь себе, вот умница, да? А такого, что человек трудится, его воспаляют, например, мы также вспомнили, необходимо здесь даже такими детальными мероприятиями пойти, чтобы ребенок в школе рассказывал, кем работают его родители. Бывает же, в фильмах, наверное, смотрели, там приносит своих животных, да, и кроме этого маленькие дети рассказывают: моя мама работает в больнице, она помогает людям, она такая хорошая и тому подобное. А у нас такое в школах почему-то, ну, как я знаю, не практикуется. У нас все скрывают, кто чей ребенок и тому подобное. В общем, таким образом... Некоторые и не признаются, да. Таким образом, нужно тем самым, чтобы у родителей была ответственность, да, и чтобы они пошли работать. Следующее – это расширение сферы услуг. Это у нас, как я говорила, индивидуально людям помогаем и расширяем, чтобы в селах у нас были и парикмахерские, и массажные салоны, в общем, по всем и шеллак, и ресницы, и тому подобное. В общем, помогаем и расширяем. Здесь уже индивидуально каждый оказывает какие-то услуги, которые он умеет. А вот, как мы поняли, некоторые люди не могут быть инициативными и самостоятельно продвигать какое-то дело. Не все родились бизнесменами или какими-то лидерами и так далее. Им удобно работать в системе, им удобно гарантия, в общем, бюджетная сфера деятельности. Вот для них нужно наследственной администрации и иным лицам открывать рабочие места по найму. Там рыбзаводы открывать в селах, университеты открывать именно на территории села и так далее. Следующее. Наши ресурсы. Кто нам в этом помощник? Вот психологи, как мы ранее говорили, все-таки нужно уже пора менять отношение к этим профессионалам своего дела, и чтобы люди тоже к ним отнеслись с пониманием. И мы к этому тоже поняли то, что вот Анна, Татьяна выступали же насчет инструмента. Я говорила то, что вот их проект — это функция центра занятости, который стал более шире, но, к сожалению, там нету новых инструментов, которые могли бы привести к реальным результатам. И вот там я им предлагаю, вот я говорю, я работаю в селе, пытаюсь людям помочь, говорю, вам необходим психолог, я тебе помогу, а ты, пожалуйста, пройди курс реабилитации. Он говорит: нет, Айталина Ивановна, психолог, я же не больная, вы что? А когда скажет, например, Анна или Татьяна, вот, вам мы дадим бесплатное обучение, но вы должны пройти тест по психологии, и тогда вы получите бесплатно у нас профессию сварщика, они пройдут, потому что это будет уже нормально. Надо называть его психологическим тестом, назовите его тестом сварщика. готовности личности к развитию.
Да, но потому что там могут быть и иные проблемы. Не просто профориентации, развития, но и, может, глубинные какие-то травмы, самооценки и тому подобное. Вот, следующее, социологи. Ну, это они будут анализировать нашу деятельность и вести социальную деятельность на местах. Да? Эффективность Ага. деятельности главы в этом направлении. Короче, мои контролеры. Следующее. Это у нас администрация наслега, само собой, ее деятельность заниматься, не то что заниматься, а работать с каждым человеком индивидуально и курировать вот эту программу наставничества. Я тоже предлагала вот Ане и Татьяне взять это наставничество. У вас же такой крутой, вы региональные операторы, давайте, добавьте себе не просто, они же кандидатов также отбирают, вот давайте еще включить вот этих личную, чтобы не каждый там глава отдельно нянчился и вместе с ним проходил этот путь, а чтобы специальные специалисты прошли в виде них, но мы решили потом вообще на третьих лиц наставников, да, эту заботу перенесли. Следующее, у нас идут финансы, ну, финансы везде нужны, центр занятости, наши ЦОП и республика и муниципальный район. Кроме этого, лидеры общественного мнения. Это наши будущие наставники, которые помогут нам решить данную проблему. Все, спасибо. Так, давайте, есть ли какие-то вопросы на уточнение или комментарии? Можно я комментарий сделаю? Знаете, вот насчет психологов. Как мы хитро поступили? У нас в ЦОПе тоже есть отдел профориентации, там у нас работают психологи. Мы сделали как? Чтобы оценить вот действительно их психологическую составляющую, оценить их потенциал трудоустройства, мы сказали, что они должны заполнить анкету. Но при этом мы умалчиваем о том, что эта анкета состоит из 3 блоков, где они в первом блоке заполняют документы, свою характеристику немножко прописывают, а 2 основных блока это как раз таки профориентационный психологический тест. Не обязательно говорить, мне кажется, людям, что они проходят какие-то психологические вещи. Это можно вот оценка потенциала, трудоустройства так, или что-то подобное, и это заложить. Мы это сделали вот на сайте нашем, и они там проходят все, и пока они эти 2 этапа не пройдут, мы заявку не можем взять в обработку. То есть можно так, вот, можно так обходить эти моменты. Нет, ну смотрите, вот, пожалуйста, вот вам кусок практики, который так работает. Да. Это значит, что можно, когда это делается, можно это тоже использовать. Можно, да? Я это Давайте. Я вот хотела вот дополнение, да? услуг могу, да? Немножко, да? Есть вот, ну где-то я слышала, нам с Камулуси какая-то деревня выиграл грант, но это не знаю, правда или неправда, насчет услуг. Вот вы сказали парикмахерская, да там это, да? Их полностью, их всех объединить полностью. Ну раньше вот был у нас комбыт, Служба быта у вас Ага, была, служба быта там не то, что вот этот только женщинам относится, да, для этого должна относиться для всей семьи. Ну, химчистка, да, металлоремонты, да, ну вот этот металл, вот ремонт, вот это поставщики, все полностью их объединить и сделать единый центр. Вот в Булгунях также вот такой комфортный же этот село же комфортное. Ну вот едино пришли в одно место, да, и все вот это, и, ну, мне кажется, и люди бы этот появились, да, ну, рабочие, да, рабочие силы, вот рабочая рука. И мне очень понравилось вот наставничество, наконец-то. И вот этот, как называется этот товарищеский суд? Как-то было же, судили. Даже было же такие моменты, человек имел любовницу, да, и там партийным что-то было же такое. Порицание. Что-то было же, ага, такое. Товарищи советы ругали, да. Идешь по наследу, по Что-то братьям. было такое. Кстати, Погладь ребенка на улице, вдруг вы там. для протокола, мы такое уже практиковали. Один раз мы тоже вот, ну что делать, никаких ресурсов там ни по НПА, ни по каким, по законам ничего нету. Ну давайте, как в старые времена, позовем его в администрацию и будем, короче, ругать. Перед всеми депутатами, общественностью будем сидеть в комнате и ругать. Короче, мы позвали 2 еще. Первый не пришел, сказал, какое вы имеете право меня вызывать, и ушел, даже не пришел. Я А вот- субсидии получаю по закону, да? ну, типа того, ага. А второй пришел,
всю вот эту процедуру сделали. И реально он вот говорит то, что вот вспомнил старые времена, и реально сейчас такого нету. Ну, то есть он С его свои стороны. действия, да, С его стороны. справился. Да, поэтому Значит, сейчас, это оказывается, имеет. такой старый инструмент может Да. даже принести какой-то Интересно. результат. Но не во всех Такой, случаях. группа разбора. Да, так. Вот в этих в индикаторах мы писали вот психологическая работа, да. Для меня вообще, конечно, было интересно работать с Италиной в том плане, что она на практике уже через это прошла. И предложение, вот как она сказала, поработать с психологом, людей ставит в тупик, да. Но мы ведь живем в 21 веке, и, допустим, в развитых странах, да и на Западе у нас, уже в Москве, да, уже стало нормальным обращаться к психологу. Добровольно люди идут к этому, да, и когда уже не могут найти сами решения, и помощь психологи становится нормой жизни. А вот это у нас пока его нету, и каким-то образом мы должны вот эту систему или какую-то, в общем, создать вот такую систему нормального обращения к психологам. То есть, чтобы человек без каких-то комплексов мог спокойно прийти, так же, как к врачу или кому-то, да, обратиться к психологу за помощью. Как к стоматологу, там, любому, да. Поэтому вот этого, оказывается, у нас вот нет. И многое из-за этого может вот даже страдать. Да. Может быть, Да. уточнение или вопрос, да, возможно ли вот это все провести не отдельно вот каждому человеку, да, а как именно члену семьи. То есть все-таки, как, любой, в основном все мы живем в семьях, да, пара воспитываем детей. И если отец безработный все время, ребенок воспитывается в этой сфере, смотрит, как папа лежит на диване, и в будущем этот ребенок опять-таки потенциальный безработный, да? То есть такая же мотивация. Папа лежал, я буду лежать, да? То есть провести работу в комплексе. И также с женой, возможно, с женой какие-то такие отношения за это тоже. Но там опять-таки вот психологи может вклиниться. И вот там же было бы изучение родовой культуры. Потому что причина вообще вот это вот такой ситуации, как безработный, ничего не делает, да, человек, это может быть намного глубже лежать. Да. Возможно, страх у него потери заработанного есть, потому что у него дедушку репрессировали в каком-то году. Даже бывают такие причины. И он боится идти работать, заработать, потому что уже у него заложен в генетическом уровне страх потери заработанного. Или же там порицание какое-то большое было, наказали его предка какого-то, да? И он это на генном уровне помнит, да? И тут еще есть, вот к наставникам можно было добавить семейных тьюторов. Есть такие же специалисты, которые именно ведут семью полностью как систему. И они, видя, как строит свое жизнь, хозяйство и вообще отношения в семье, они определяют, какие есть проблемы, какие больные, слабые точки, также сильные стороны. Допустим, приведу пример практический. Молодая семья, она искала себя в бизнесе, да, в предприятии, пыталась открывать дело, и одно пробует, второе пробует, третье пробует, не получается. И в конце концов они открывают, начинают заниматься сельским хозяйством. А в этом деле у них начинает сразу же получаться. Оказалось, что их предки все были, занимались сельским хозяйством, да, разведением рогатого скота. А они там куда-то если бы заранее кто-то направлял и изучал занятия их рода, да, с двух сторон, тогда бы их восстановление, и этого было бы быстрее и как-то эффективнее. Хорошо. Спасибо. Комментарий? И можно я один комментарий, мне кажется, такой важный. Я от себя сейчас расскажу про предпринимателей и про найм. Мы когда начали вот про эту штуку говорить, про открытие рабочих мест по найму и прочее, мне вдруг пришло в голову, что это разные профили людей. Что мы почему-то привыкли, что вот у нас предприниматель пашет, да? Он прям в тему заходит и прочее. А то, что вы сказали, меня натолкнуло на мысль о том, что на самом деле хороший пахарь – это человек, работающий по найму. Почему? Это в нашем с вами разговоре про задачи. Что когда человеку выдают задачи, и он способен трудиться, вот это настоящий способ работы по найму.
То есть все хорошие работники по найму это пахари. Профессионалы. В отличие от текущей ситуации, которая почему-то считает, что человек, который работает по найму, работает с 9 до 6. Да? Вот понимаете, это другая штука. То есть мало того, что ты работаешь, то есть ты работаешь с 9 до 6, но ты должен за эту смену сделать в 3 раза больше, чем делают в среднем на рынке. И тогда это будет хорошая высокооплачиваемая работа. А у нас платят за время, а не за сделанное. И поэтому пересмотр вот этого самого истории про рабочее место, мне кажется, он важен. Вот понятно, что мы не сможем на это перейти, потому что у нас все равно нормировка идет по времени. Но вообще-то сдельная работа делает человека по найму на рабочем месте не тем, кто отбывает время за компьютером, не знаю, там, или на вахте, а человека, который реально дает, ну, как бы, стране угля. Потому что, да, вахта есть такое понимание, но люди, которые работали в 30-е, 40-е, 60-е, 70-е годы на вахте, они не халявили. У меня папа работал врачом, да, у него были сутки вызовы 24 часа. Но они считали, сколько вызовов они сделают, они не простаивали этими самыми бригадами, значит, в подворотне, дожидаясь, что перед ними заедет их начальник, чтобы потом можно было поспать. Ну, у людей не было такой культуры. А сейчас это вполне себе, чем меньше отработал в заданное время, тем лучше. И поэтому обесценивается вот эта логика рабочего места, она обесценивается. Мне кажется, это просто разные профили. Вот такая у меня мысль была, что предприниматель и специалист по найму это просто два разных профиля, они должны по-разному оцениваться. И в этом смысле у вас ликвидация безработицы это и как трудоустройство, это часть, и как индивидуальный ход в собственную практику. То есть у вас получились такие близнецы, братья из зарплаты. Да? Вроде, а получается, что вроде как по одной и той же. Спасибо большое. Спасибо. Да. Почти все уже. Да. Так, ну, наша тема называется «Исповедь ребенка». Проблема у ребенка есть потребность, чтобы обратиться к психологу, но он боится. У него стереотип, потому что он должен был обратиться как по безопасности своей. Да? Это равносильно, как у Айталины, психолог нужен для того, чтобы взрослые прошли тоже, опять же, по трудоустройству. Да? Так, ну, здесь польза. Дополнительные для решения трудностей, умение справляться с трудностями и социальной адаптацией. Но здесь вот какая может быть польза? То, что если они обратятся, то значит они сумеют справляться со своими трудностями. Вот. Так, показатели. Количество первичных повторных обращений к психологу. Это снижение детской преступности, деструктивное поведение и суицида. Здесь вот если ребенок будет обращаться постоянно к психологу, то, естественно, он будет решать свои проблемы, свои трудности. Так, и решение. Решение – это анонимная психологическая помощь, это онлайн. Но если психолог даст свой телефон, то, конечно, можно и по телефону общаться. Вот. Но мы здесь очень много спорили, не то что спорили, а обсуждали, потому что эта проблема не только школы, это проблема глобальная. Это действительно, потому что наши дети не могут решить свои проблемы сами. С родителями они тоже не могут. Если взять, например, семью, мама сидит с телефоном, ребенок сидит с телефоном, у них исчезает что? Там так. И вот чтобы и ребенка, если у него появятся какие-то трудности, он не подойдет к маме, потому что мама скажет: отойди в сторону. А к папе тем более не сможет подойти, потому что они заняты. Вот. И вот поэтому у нас вот появилось, почему исповедь ребенка, ребенок должен исповедоваться кому-то. И этот вопрос должен решить действительно ребенок сам. И
И оказывается, действительно, если у родителей не хватает времени общаться с детьми, то остается школьный психолог. Вот. И здесь ресурсы. Это классные руководители должны быть, директора школ, психологи и родители. Все вместе они должны все это проблему ребенка это решить. Вот. Ну и хотела бы сказать, что если психолог, вот мы здесь тоже очень много обсуждали, почему я вот говорила, что психолог должен быть всегда рядом с детьми с начального класса, не бояться, и чтобы он и кабинет психолога, он не был закрытым, он был доступным, открытым для всех. Если, как вот сказали, как Лариса Давыдовна сказала, что если к психологу мы будем обращаться не только дети, но и взрослые, потому что у нас тоже стереотип. Я, например, не смогу подойти к психологу и сказать, да, действительно она такая, что пошла к психологу. А психолог тот человек, который действительно он направит этого человека, этого ребенка. И тогда решатся все трудности. Ребенок он не пойдет курить, он не пойдет пить, он не будет попадать в такую компанию, которая бы действительно его сбила с пути. И вот эта исповедь ребенка мы назвали, думаю, что действительно она касается не только родителей, но и классного руководителя, директора заинтересованный, который был бы, и психолога школьного. Спасибо. Так. Ваши комментарии. Давайте. Вот насчет решения анонимность, это самое верное решение, по моему мнению, то же самое. Но я бы хотела еще предложить ответственность психолога за конфиденциальность иных лиц, которые будет известна им тайна ребенка. Потому что вот доверие ребенка это самое такое Да. И вот хрупкое, поэтому... что может быть. Поэтому в настоящий момент, да, анонимно ребенок скажет, а потом психолог скажет, ты приходи ко мне, нам надо с тобой поработать. И здесь уже анонимность стирается. Нужна уже ответственность, чтобы она никому не сказала. Особенно если классрук немножко не догоняющий, не надо ей тоже говорить. Но зато у ребенка в этом месте появится свое ответственное решение о том, что он уходит из анонимности, потому что он сам будет эту самую доверительную границу стирать. Но то, что ответственность должна быть за конфиденциальность, это факт. Ну, слушайте, это культура разных профессий. Так же, как и с врачами. Понимаете? Это же, то есть это просто культура профессии. Но мне кажется, вот это... Да. Не, конечно, нет. Там же еще и возможность, соответственно, сбросить это. Поэтому у нас в школе психолог статус вообще не имеет никакой. Можно, да? Да. После дополнения как бы. Ну вот, значит, психолог работал с ребенком. Кабинет открыт, конфиденциально открыт. А работа с родителем, допустим, исходя из того, что все равно главным авторитетом и примером для ребенка, примером поведения, принятия решений вообще всего является хоть как, куда. Родитель. Да, родитель. Вот. Родитель. И вот 1 час психолог поработает с ребенком. Да. Пошел ребенок куда? В основное время все равно он идет в семью. А там папа сказал, брякнул, там мне сказали, психолог то-то, то-то сделал. Да какой он, да? Пошлет еще там нам пару ласковых слов, И вот поэтому и все, мнение, авторитет психолога для ребенка упадет. Потому что прежде всего авторитет родителя, безусловно, является родитель. Стойте, знаете, это же, это встречный ход. Когда говорится, что тогда конфиденциальность... Нет, потому что если вдруг внезапно ребенок придет к родителю и скажет ему, что психолог сделал вот это, то тогда родитель, они же разные у нас бывают по степени осознанности, он может прийти к психологу разбираться. Да.
А это означает, что это взаимодействие конфиденциально должно быть в обе стороны. Теперь, какой родитель согласится, что с его ребенком какой-то взрослый остается один на один и что-то ему рекомендует в логике конфиденциальности? Вот смотрите, и вот в этом обсуждении мы с вами нащупали серьезную психологическую, в смысле серьезную проблему, профессиональную, серьезную. То же самое, что если, например, внезапно психолог узнает от ребенка, что родитель его бьет, он обязан об этом сообщить. Все, до свидания, доверие. Понимаете? Вот это проблема. Может быть, психологическое насилие, если даже... Понимаете? Проблема в чем? Что психолог в этом месте, как психолог, обязан сохранять тайну, а психолог, как гражданин, человек как гражданин, он не имеет права сохранить тайну, потому что там ребенка убивают. Да? Вот это конфликты психологические. Почему там анонимная история была? Что ребенок всегда может обратиться так, чтобы никто не знал, кто он такой. То есть он может же на дистанции оставаться. И вот тогда эта история может сняться частично. Потому что тогда, но ответственность все равно никуда не девается. Тогда ответственность за советы повышается, как качественное требование. Так что вы мощную штуку зацепили. Мы вам сразу тогда сказали, что вы взяли почти неподъемную тему. Почти неподъемную. Это очень такая тема глобальная Да. и актуальная. Да. Ну, смотрите, но эта тема, например, связана вот с этим. Да, она связана с... Очень здорово. Да, я еще говорю, что Галина Ответственность на ребенка. а там про взрослых. Да. Ну и, кстати, да, вот смотрите, с точки зрения комментариев, у нас интересно очень получилось. У нас вот эта тема, когда вы начали про нее рассказывать, да, если бы в превенцию мы не вошли, вот здесь, то она у нас получается такая, про трудоспособность, да? Дальше трудоспособность раз, трудоспособность два, да, и сюда. Дальше начинаем отсюда, говорим про экономическую эффективность. Экономическая эффективность раз, экономическая эффективность два, экономическая эффективность три. Дальше начинаем разговаривать, и тут внезапно у нас с этой штуки начинают вылезать психологи. Раз, два, доверительные отношения. И превенция с обратной связью о том, как я себя чувствую сейчас. То есть у нас получилось, что у нас 4 темы, они вот по ним разные тематики, они прям вдоль держатся те вещи, которые должны быть важны. Можно, Такие. да, вот этот Давайте. третий, что там написано? Самый нижний, да? Психологи и родители. Здесь большую роль играет, мне кажется, я как вот педагог говорю, да, заместители директора По воспитательной работе. Ну, это директора школ. Директора Нет. школы. Самую большую роль, Немножко другое. самую большую роль, чтобы общая вот полностью школа от 1 до 11 класса в школе, школьники нормально учились, вели себя хорошо, и комфортная атмосфера была, большую роль играет, мне кажется, заместители директоров по Внеурочка. воспитательной работе. Вся внеурочка. Ага, кроме уроков, Ну, как организатор. кроме уроков, Да. должны во время перемен и во время после урочных вот этих мероприятий должны проводиться внеурочные мероприятия. Притом это на переменах, не секрет, на переменах дети просто бегают, кто-то сидит за телефоном, перемена заканчивается, они, как всегда, заходят. Но мы не будем забывать старые былые времена. Во время перемен что мы делали? Домашние Во задания. время перемен Бегали. мы постоянно Бегали. играли, разные игры были, да. Так, и здесь еще... В наши времена И психологов здесь не еще, было. и здесь еще. В наше время, Были родители. в наше время, да? Ну вот Были сейчас родители и учителя. Погодите, давайте это все-таки оставим Самое в время. комментарии. Подождите, пожалуйста, время. сформулируйте это как комментарий да. к этому докладу, а не как комментарий к тематике школьного воспитания вообще. Вот попробуйте это так, потому что вот то, что вы сначала сказали, вы сказали, вообще-то эту функцию в длинную, не в короткую с проблемой, а в длинную, удерживает тот, кто отвечает за общее воспитание в школе. Да. Вот тогда понятно. Да. Когда вы говорите, здесь внизу надо дописать еще одного. Заместители Например, директора. по да, воспитанию. чтобы у нас не началось в этом месте переописание этого проектного предложения. Да, да. А так, в целом, конечно, Плюс еще социальный педагог тогда. и социальные педагоги, да.
Таких, кстати, тоже раньше не было. Раньше не было. Были старшие преподаватели, вожатые и прочие. Это совсем другой статус. Не было такого понятия социальный педагог. Это нововведение конца 80-х, начала 90-х. Я учился, не было социальных педагогов. Ну, Они все, начали. добавила. Класс Да. руководители, директор школы, социальный педагог, психологи, замдиректор по воспитательной работе и, конечно же, родители. Мгм. И как вообще профилактика, если тут была профилактика, тут тоже профилактика. Тут просто профилактика физического деятельности. А там, послушайте, вот я ходил в секции, да, ну в детстве так было. У меня мой тренер, он вот эту деятельность исполнял. Да. Понимаете? Потом класс-рум, который был зам по воспитательной. То есть с моими проблемами встречались разные люди. И поверьте, про разные проблемы, разная доверительность была по отношению к разным делам. Это все индивидуально. Да, но важно, что все эти субъекты, они должны иметь возможность это доверительное расстояние сокращать. Вот. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо за